Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия свечи. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Что скоро случится? От чего не убежать и не спрятаться? Что новое идет в вашу жизнь? Пожалуйста, посмотрите на песочек, мысленно либо вслух задайте такой вопрос. Что скоро случится? От чего мне не убежать? От чего не спрятаться? Что новое войдет в мою жизнь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую нужную, самую важную и самую полезную информацию. Итак, что скоро случится у моих зрителей? От чего вам нельзя спрятаться, от чего вам нельзя убежать, и что новое войдет в вашу жизнь. Так. Очень я, девочки и мальчики, люблю, когда мне выходит знак волка. Знак волка в Турции считается вообще просто самым прям божественным проявлением. Это вот если сравнить с рунами, да, знак Одина, нулевая руна. Вот здесь волк. Волк, и в отличие, да, вот куда он смотрит, так и будет он трактоваться. Но всегда это знак с плюсом, знак позитивный. У вас волк в самой голове вышел ваш волк. Это мне говорит о том, что высшие силы вас ведут. Ведут и ни на минуточку, ни на секундочку не оставляют. Сейчас у вас период таких, знаете, трансформаций, период перемен и период обучения, когда вас учат. Вас учат на примерах, вас учат на том, что случается в вашей жизни. Пусть не всегда это уроки, скажем, такие веселые, открытые, да. Нет, пусть иногда это и болезненно, пусть иногда это и переживательно, но знайте, что это к лучшему. Потому что если вас учат, если вас, скажем, учат и мучат, то будет и награда. Награда будет превышать все ваши потери, скажем так, да, эмоциональные потери, по крайней мере. Так, мои дорогие, от чего вам не спрятаться, от чего вам не убежать? Во-первых, вам придется столкнуться со своими страхами. Здесь я вижу страхи, которые прям предстанут перед вами, перед вашим взором, и вам вот будет, ну прям знаете, как сначала очень страшно, вы зажмуритесь, а потом вы поймете, что это все в вашей голове, что вы сами себе это все придумали, и на самом деле все не так страшно. Что с каждым страхом, с каждым сомнением, с каждым переживанием можно побороться. Нужно засучить рукава и смелее осилить вот, скажем так, вот эту гору проблем, которая есть на вашем пути. Смотрите, вы намного больше, чем эта гора. Вы просто сами себя, вот знаете, как на колени стали, да, и эта гора вам кажется огромной, такой огромной, а вы такая маленькая. Вставайте с колен. Вставайте с колен. У вас в голове есть все нужные возможные знания, идеи, все это есть. У вас получится. Вы осилите вот этот момент. Обязательно осилите. Следующее. Есть люди, которые рядом с вами, которые готовы вам помогать, которые готовы вас поддержать. Но вы почему-то предпочитаете думать, что вы одиночка. Да? Что, дескать, я там всем даю, всем я себя дарю, да, а мне никто не помогает. На самом деле не так. Люди есть, люди рядом, и все готовы вот за вас тоже горой стать, потому что люди любят вас. Понимаете, близкие люди любят вас, подруги, там, друзья. Есть рядом с вами человек, который способен вам помочь. И причем сделать это с огромнейшим удовольствием, с огромнейшим желанием. Вот что идет. Следующее.
Те проблемы, которые сейчас на вас навалились, они временного характера, мои дорогие, временного. Здесь время, причем такое, знаете, тут 3-6 месяцев. 3-6 месяцев пройдут и начнутся улучшения. Причем улучшения такие, знаете, качественные. Вы прям, знаете, поверите в себя, в свои силы. В высшие силы поверите, потому что будут и чудеса. Я вижу у вас здесь 2 чуда. Одно маленькое, а второе такое, знаете, конкретное. То именно, о котором вы будете своим внукам рассказывать, правнукам будете рассказывать о том, что вот такое чудо случилось в моей жизни. Здесь есть чудо исцеления. Либо если у вас есть какие-то проблемы, причем проблемы могут быть как и физические, да, физического плана, там, по здоровью, так и эмоциональные, когда вот есть тоска на сердце, печаль, переживания, вот это есть. И я вижу, что у вас именно будет то чудо, когда вы в один момент просто поймете, что все, у меня ничего не болит, у меня там ремиссия, я выздоровела, все у меня замечательно пошло. А кто-то поймет, что больше нету вот этих тягостных ощущений, что нет депрессии, что хочется жить, петь, любить, да, танцевать. Вот это придет. Мои дорогие, здесь дары просто прекрасные, прекраснейшие дары. Здесь я еще вижу, что вам не убежать от любви и от счастья. Понимаете, вот мужчина, который к вам идет и несет половинку своего сердца. Видите, его половинка несет он вообще вам луну. И эта луна у нас новолуние. Понимаете, он несет к вам новую жизнь, он несет к вам счастье. Этот человек, он будет вот идти с серпом, да, с этим и расчищать дорогу, а вы вот сзади стоите, сзади, он вас защищает, он вам помогает, он вас, ну скажем так, собой закрывает. Понимаете, замечательно. Видите, какая вы? А здесь еще, если присмотреться, здесь и ребенок есть. Понимаете, ребенок есть, а у кого-то даже и не один. Вот так вот, мои дорогие, вот такой мужчина-защитник, который, ну скажем так, расчистит путь для вас, для ваших деток, для семьи. Вот такой замечательный человек. Плюс еще я вижу еще одного человека. Это человек, который, ну, я не знаю, это пожилой человек. Может быть, это ваша мама, либо ваша бабушка, либо его, да, мама, там, свекровь ваша будущая. Замечательнейший, добрейший человек, который будет помогать. Который не будет вредить, но который будет помогать. Это человек, который, не знаю, что-то такое для вас сделает, может быть, что-то подарит, может быть, там что-то купит существенное и важное, да, вот неожиданно. Может быть, даже, не знаю, какое-то наследство хорошее вам оставят. Может быть, даже это не ваш родственник, а кто-то, вот человек в возрасте, который будет хорошо относиться к вашей семье, который вам что-то оставляет. Я просто вижу, что человек вам оставляет что-то дорогое. Это может быть как, например, и квартира, дом, так и может быть, там, не знаю, какие-то раритетные вещи, ценные вещи, деньги, может быть. То есть человек, вот он, ну, скорее всего, нездоровый, да, потому что он на ногах тяжесть, но в руках этот человек поддерживает вас, вашу семью, и вот у него есть еще дары, которые он вам оставит, потому что любит вас, потому что переживает за вас. Вот такая идет ситуация. У кого-то это будут родители, свекры, ну а у кого-то хороший, добрый человек в возрасте, который вас знает, который решил вам помочь, либо решила вам помочь. То есть, к сожалению, гендера я здесь не вижу, поэтому может быть как мужчина, так и женщина. Так, смотрите, еще я вижу новое в вашей жизни, какие-то невероятные перемены, связанные с новостями. То есть получите вы новости, которые в корне поменяют всю вашу жизнь, да, просто перевернут с ног все с головы на ноги, да, или как с ног на голову, да, у кого будет так, у кого по-другому. То есть здесь вот четкий ясный путь, что делать, куда идти. Как будто бы до этого времени вы блуждали в какой-то темноте, и вот вам дается вам возможность заново построить свою жизнь, свой жизненный путь. Это просто замечательно, мои дорогие. Пользуйтесь этой возможностью, идите туда. Птица здесь такая, знаете, конкретная. И это даже, вы знаете, утка такая целая, очень толстая утка, которая вот именно качественно поменяет вашу жизнь. Так, еще я вижу у вас мисочку наполненную. И эта мисочка мне говорит о том, что у вас будет достаток, полнота жизни и ресурсность. Это замечательно. Здесь две туфельки, которые говорят о том, что
будут передвижения вдвоем, либо вы будете с любимым человеком ездить по путешествиям всяких, знаете, вот как свое удовольствие, да, либо вот примите какое-то решение, вместе переедете, но переезд, к сожалению, будет такой, знаете, он будет растянутый по времени и, возможно, будет не самым легким в вашей жизни, потому что время какое-то, знаете, вы то ли время неправильное выбрали, то ли вы спешите по этому переезду. Но, тем не менее, здесь, конечно, решать будете вы. Просто знаете, как я вижу, что ваша какая-то нетерпеливость и настойчивость, что, дескать, давай сейчас, давай скорее, скорее, может немножечко навредить ситуации в плане того, что вы можете поспешить, там, документы какие-то не сделать, либо что-то забыть сделать, да, и придется, как, знаете, как отложенная ситуация идет. Но, тем не менее, я вижу, что вы вместе делаете с любимым человеком. Еще я вижу, что у вас острые ситуации, вот когда вам нужно было брать вот этот меч в руки и бороться за себя, за свою жизнь, за своих любимых, они уходят. Они уходят в прошлое, причем такое, знаете, конкретное прошлое. Здесь вот именно идет, если раньше вы вот прям боролись за свою жизнь, то теперь к вам все само приходит, да, не нужно с кем-то спорить, не нужно там что-то доказывать, да, все по-другому происходит, все вот прям светом солнечным залито, все четко, ясно, люди правильные, люди нужные, правильно с вами общаются, в правильном русле, дают вам хорошую, правильную информацию, вы же тоже ее, знаете, правильно принимаете и эффективно и качественно используете, это замечательно. Так, мои дорогие девушки и женщины, еще я хочу вам сказать, что здесь проблемы с деньгами вышли. Проблемы с деньгами это именно сейчас у вас, но здесь как два пути, две возможности. Если вы сейчас планируете куда-то уйти, перейти, то не стоит. Не стоит, потому что у вас дорога закрыта будет. Дорога закрыта, лучше оставайтесь там, где вы есть. Но это, понимаете, такая ситуация какая-то временная идет. Вот та новая дорога, новая возможность и новая работа, она найдет вас сама. Обязательно найдет сама, и вам за это переживать не стоит. Смотрите, еще рядом с вами какая-то лисица бродит. В прямом смысле слова лисица. Очень хитрая, очень такая, знаете, меркантильная. И это может быть, кстати, не только женщина, но и мужчина. Мужчины тоже бывают лисицами. Вот еще какими. Человек как будто бы вас искушает на какие-то вещи. Да? Если вы не ведетесь, то может вас подбивать, типа там на слабо брать, да, вот какими-то такими словечками. Этот человек у вас что-то уже украл. Вот я вижу, что что-то у вас забрал из ваших вещей. Может быть, даже из дома, если вхожий дом, либо вот из сумки. Вот что-то ваше у этого человека есть, украденное. То есть, если были у вас какие-то пропажи, то знайте, что этот человек у вас украл. И вы знаете, я вижу, что вы увидите это, вы найдете. То есть будет какой-то момент, что человек то ли забудется, то ли забудет, у кого брал, потому что этот человек, он подворовывает у всех, причем не только у вас, у всех. И вы увидите эту свою вещь среди остальных у этого человека. У вас будет возможность ее вернуть, но, понимаете, отношения вообще будут разорваны в клочья. Слушайте, может, у этого человека даже какое-то заболевание есть, да, вот когда люди себя не контролируют, а воруют. Но при этом, причем характер тут тоже скверный идет. Знаете, на мой взгляд, такой человек, он недостоин вашего общения, да, он недостоин, чтобы вы помогали, чтобы время свое тратили. Вот вы обнаружите этого человека. Знаете, не жалейте о том, что вам придется с этим человеком попрощаться. Так, мои дорогие, что я еще хочу сказать? Самое главное, ваше будущее, то, что мне очень нравится, вот это наполненная чаша. Видите? Наполненная чаша. И вот этот волк, он смотрит в эту чашу, он ее наполняет. То есть вам пойдет энергия любви, энергия счастья, энергия здоровья от высших сил. От этого не убежать и не скрыться. Это ваша награда, которую высшие силы для вас приготовили. Так что, мои дорогие, все будет просто замечательно. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.